в пионер-лагере. А здесь, блин, комнатушка, не знаю, ну, 2 на 3, 3 на 3 там. И сколько человек В углу там дырка. 4 человека. Туалет. На троих 3 шконки. 2. Да, Петр согласен, да, это, подтверждаю, короче, это все дело. Воду не кипятят ни хрена, короче. Да, подогрели горяченькую, главное. Ладно, чтобы Живот, самое главное, всю дорогу живот болит. На горшке там сидишь. А ты... Вот Петра тут водили сегодня, мы встречаем. Шнурки завязывают. Что, блин, это 5 ночей не сплю. Клопы замучили. Реально. Никакой санитарной Вообще, обработки блин, не было. Я не знаю, куда попало это. Так это дело в том, что там ведь еще и садят всех подряд. Им по барабану, они вроде как там присылают людей, что типа по защите прав человека. А на самом деле как скот туда загружают. Санобработку-то должны делать. Так вот именно, санобработку. Они А нифига, во-вторых, они там циклом идут постоянно, никто ничего они не даже не знает. знают, какое состояние здоровья человека куда-то загружают. Еще бомжи, алкаши с собой в шею приносят туда. Да, там полно бомжей. Там могут и туберкулезники попасть. Да. Там отсидишь, потом выйдешь оттуда эти. Здоровье пошатано вообще. Да. Вообще. Первые дней 6-7 вообще мерз там. Холодрыга была, но потом привык. Отопление-то дали уже. Простыл, лечился, еле там таблетка. Отопление не дали еще? Не Нету? дали еще отопление. Нету там. Уже 27 число сегодня. Под утро там вообще колотун. Обещали 26-го дать. Вот она, злопротивная. Там дальше. Здание злопротивное. Вот туда надо идти. Ну не надо туда вообще-то идти, конечно. С Димой виделись? Оно там. Дима не виделся, нас почему-то в разные вообще, даже на прогулке в разные клетки садили. Ну такая же фигня и мне тоже снимают. Карнауха вообще в одиночку все время садят, он жалуется. Его вообще не садят, он, ну, на прогулку выходит, в одиночку его садят, он там сидит один. Говорили, он голодует там. Голодовку Не знаю, он объявил. говорил. Но вообще его что-то там, ну, прессуют, мне кажется, даже. В одиночке, по-моему, даже сидит. Я так перекрикился с ним Через коридор. через коридор, но За продол. продол. По продолу мороз гоняли прогоны, да? Сейчас. Продол. Такая тема. Что еще рассказать, не знаю. Да я говорю, там, блин, человека засунуто с туберкулезом. Все от него подхватят и все, и всем дело никого делать. Меня только с 1 на 2 перевели, вот сегодня только. Ну, там только через 5 дней начали санобработку. Хотя мы там замучились, говорили каждый день. Обалдеть. Ночью они ночью вылазят, 3 часа Начинают кушать. начинают сажать. У них как раз, видимо, это время охоты. Как настрой у тебя? Антисанитария. Настрой нормальный, боевой, что. Продолжаем. В том же духе. Нет, ну, 27-го, что там, Абагоев, да, там сделал. 29-го 29-го. митинг в парке юбилейном будет опять. Что он говорит? Что там? Против чего? Так же? Против произвола властей, против беспредела полиции. Да, да. Повестка дня все та же самая. Полиция беспредельщики. да. У меня руки трясутся, замерзли. Я тоже. Холодно, блин. Вчера бы выпустил. Холодно, сейчас 5 градусов на улице. Отряд там разошелся. Весь отряд распался, менты разогнали всех. Мне сказали, что его забрали, а отряд я не знаю. Ну, отряд пытался идти, они там шли пару дней, а потом их начали прессовать откровенно. Сначала, да, их вообще дернули за то, что они шли по полпусту, там не было ни машин, ничего. Нифига себе. И Говорящий какой-то. там Дима заступил за белую черту. Они же за дорогой, а белая черта отделяет. Вот. И сейчас получилось, что надо выключить его. Предупреждение им, в общем, выписали за нарушение ПДД какого-то пункта 4 правил дорожного движения. Привезли лично подростков прямо в отряд.
Вот, а потом выдернули еще троих. Что там, народ есть? Ну, а я не это, я просто Да. запись. И получилось дальше, что их берут, возят в отдел, там, берут с них, значит, как-то объяснение, почему они, когда шли по дороге, кто-то из них там несколько раз заступил за эту белую черту. Но можно подумать, что у нас Германия какая-то, что все так здорово соблюдают эти правила уличного движения, что пешеходы Вообще, ни в коем блин. случае не заступают за эту белую черту. Да. Там машин ничего Все не было. строго ходят по определенным Да, прочерченным полосам И получилось именно для так, пешеходов. Им два человека встретились на дороге, они их снимали. Они их обходили, но, видимо, в это время он немножко и зашел там. Снимали специально, Черту. ждали. А они потом сзади стали снимать и засняли, что он там был за этой белой чертой. Прикинь, вот это вот разделительная Ну, полоса обочины. кончилось-то, конечно, для них вроде бы слабовато, так ничего не наказали, им предупреждение. Слабовато. сделали, что они заступили за эту белую черту. Они уехали. А потом после этого к ним еще раз приехали и уже там сказали, что ребята, если вы сейчас не разойдетесь, то мы, значит, Применим силу к да, вам. будем вас штурмовать. Будем И, ложить мордой в пол, Будем, да. как террористов, значит, паковать и все прочее. Там. Посадим в Так что отдельные расходились камеры, по говорит. добру, по здорову. Ну, ребята решили разойтись. Ну, там, я, в общем-то, считаю, что они, наверное, правильно сделали. Там в основном-то осталась одна молодежь. Да, еще, Им еще по жить всей даже- России попрет. Да, Они думают, что так раз и все, лидеров-то не и осталось. запили. Да как не осталось? До хера лидеров в стране. Ну, в этом отряде не А, осталось. ну, Там да есть и молодые лидеры. ребята, они, конечно, поддерживают движение. 15 подписчиков на канале, мы вообще не могли. Да. Только вот человек позавчера только открыл А. канал. Ну, надо его раскручивать. Раскручиваем Да. потихоньку. Ну что, я хочу сказать, что по этому поводу. У нас вот сейчас как раз выходят первые из тех, кто сел, вот это Петя, Баиров сегодня вечером должен выйти. И мы, наверное, как-то соберемся, вот подумаем на тему того, что вот это произошло, куда наша страна идет и почему ни за что, ни про что людей сажают. И условия, в которых они содержались, конечно, это безобразные. Вот Петя же только что рассказал, что там антисанитария, клопы. До сих пор, вот сейчас очень холодно, и там не топят, экономят, видимо, на топливе, там, не знаю, почему такое отношение к людям, которые там по административке попали. Это же Да там, какие-то там и преступники. не считают за людей, как бы Да, там ни было. да. Там ты все арестованный, ты не человек. Да, да, да. Вот. И потом то, что там обычные административно задержанные, ну, как-то вместе с бомжами, там, с разными людьми, такими совсем уже социально опустившимися, находятся вместе. Ну, это неправильно же тоже. То есть вот они являются переносчиками, наверное, болезней каких-то там, паразитов. Насекомых. Да, и тут наших обычных граждан, вот, которые ни за что сели в такие условия, направляют, я не знаю, это... Да мы живем в фашистском у нас государстве. говорить про права человека есть смысл в нашей стране или нет? Мы так и продолжать будем жить в стране, где людей вообще не уважают, ни за что сажают, У нас потом в таких условиях держат. Ну, это вообще безобразие. раньше было еще где-то в Советском Союзе еще был как-то ценился человек, была ценность человека. А сейчас главное денежки, вот, везде у всех, во всех эшелонах власти. Человек не ценится, только деньги. Главенствующего и все. Да, у нас же сейчас новый строй капиталистический, где каждый должен Олигархический, так сказать. да, выживать сам вроде как, с одной стороны, а с другой стороны людям-то сейчас выживать очень сложно, потому что возможностей для работы нет, предприятия закрываются,
все колхозы, да, перестали работать, деревенские жители бегут в город, тут попытки хоть здесь что-то заработать. В городах тоже все позакрывалось. Ну а к чему это ведет? Ну, к чему? Самое вот что интересное, укради в магазине, да, продуктов, тебя посадят. Укради миллиарды и останешься на свободе. Ну, что-то такое. То есть получается, что работать-то негде. Так И специально создаются такие вот, условия. Это искусственно, вот эта вот вся куда проблема. деваться? И разрушают колхозы, деревня. Там люди просто на своей земле, они более самодостаточны. Надо им ставить палки в колеса, чтобы они не могли жить самодостаточно, чтобы развалить все это хозяйство их, чтобы они загнать их в города. А в городах ими легче манипулировать, потому что они ходят на работу, живут в этих клетушках, где их можно задавить налогами, задавить квартплатой и тому подобное. Да, вот у нас в Сибири сколько миллионов человек живет? 20 миллионов, наверное. Ну и они, получается, лишние. Половина, может больше половины, это лишние. Наши власти говорили, что миллионов 10-20 не переживут всю эту перестройку новую. Любопытная полиция наблюдает Да. из окна. Может, так оно и есть. Мы здесь лишние. Но это неправильно. И надо что-то менять. Да-да, надо что-то менять. Ну все, что ты больше скажешь.